пришли. Так, а я... Есть у нас Меня сегодня видно. новички? Я не первый год. Есть новички, очень приятно. Приветствую наших партнеров нашей компании. В общем, начнем очередную нашу презентацию. У нас есть такая академия. В общем-то, мы все партнеры, то есть все ученики этой академии. Академия, что это такое? Академия – это вообще обучающая система в интернете. Каждый день в нашей академии проходят семинары, тренинги. Каждый день там выступают наши спикеры, выступают по продукту, по бизнесу. Проводят просто Шаура, наш президент академии Андрей Артурович, он проводит тренинги. И бывает, что в день бывает 2 раза проводятся занятия в академии. А вот последний раз даже было и 3, потому что в 3-й раз наша академия выходила на Польшу. Академия вещает на 200 стран мира. В онлайн собирается до 2000 человек и просматривают обучение. В общем, наша академия, она существует очень давно, уже 7 лет, как создал ее Андрей Артурович. И она на данный момент, вот уже получается 2-й год, продвигает компанию Бэпик. Компания Бэпик мы продвигаем с продуктом клеточного питания. Нам предоставилась такая возможность, и, в общем, мы сотрудничаем с Эриком Капраросом, и он нам специально для нашей команды создал продукт клеточного питания. Компания Бэпик Компанию Бэпик возглавляет Эрик Капрарос, который уже 28 лет занимается в индустрии здоровья и красоты. Вообще, с чего все началось? У него был больной ребенок, и он попросил ученых создать в его лаборатории препарат, который мог бы помочь его ребенку. И отсюда, в общем-то, все и началось. Он начал работать в этой индустрии. Компания работает на множество компаний сетевых, которые производят продукты для красоты и здоровья. Вот такая есть фабрика у Эрика Капрароса в штате Юта. 5 звезд, где производятся наши капсулы. Можно вот это крутить? Можно было бы чуть-чуть подальше, чтобы помешать. А сейчас. Ты ее с собой возьми ее. Может быть, перелистывать будет? Правую вот мышкой сами. Так, ну я, в общем, сделаю вступление, да, я вам расскажу, что такая есть академия, что она продвигает продукт компании Бэпик клеточного питания. Что касаемо продукта, по продукту выступит у нас врач наш Архипов Максим Никитич. А я просто хочу вас ознакомить именно что вот с академией с нашей. Что можно вообще в нашей академии получить? Во-первых, мы получаем в академии обучение. В любом возрасте можно начать учиться, да? Чем больше мы в этой жизни познаем и учимся, да, тем мы, как говорится, дольше не стареем. Это очень хорошее обучение у нас идет. Обучают нас не только бизнесу и рассказывают там нам не только про продукт, но там
рассказывают нам, как можно поменять вообще сейчас мышление, да. Мы люди как бы постсоветского времени, да, и у нас мышление, нас научили, что нужно пойти в школу, да, нужно пойти учиться, получить образование и пойти работать на работу, да. Как бы за нас все думали, да, за нас все решали, что надо вот сделать именно вот так, да. Тут же в академии нам рассказывают, что можно совсем жить по-другому, полностью поменять мышление, да, и построить свою жизнь так, как ты хочешь сам, как это тебе нужно. И причем, когда, в общем-то, я могу рассказать про себя, как у меня все это началось, как я пришла в академию. Меня так же, как и вас, вот как новичков, да, меня также пригласили на встречу, я пришла, и, в общем-то, моя жизнь поменялась на 180 градусов, потому что до этого я никогда ни в каких компаниях, нигде я не была, нигде я не работала в компаниях. Я работала как обычные советские, как говорится, да, как обычные россияне. Я работала обыкновенным бухгалтером. И, в общем, придя в компанию, я увидела, что можно жить совсем по-другому. И я пришла вообще-то в компанию на продукт. Меня позвали, сказали, что есть такое питание клеточное, что можно за счет него оздоровиться. Ну, как мы все, да, тем более в нашем возрасте у нас уже много накопилось разных болезней. И почему бы не пойти и не послушать, да, что там действительно предлагают, говорят, что хорошие результаты по здоровью. И я также пошла. Я послушала, посмотрела, мне все понравилось. Я тут же зарегистрировалась и заказала продукт. Мы с мужем продукт уже употребляем 15 месяцев. Вот мы уже с ним пьем вечерние капсулы. Естественно, что мы получили же хорошие результаты по здоровью. И поэтому, когда ты начинаешь получать, когда ты уже узнаешь продукт, начинаешь получать результаты сам по здоровью, да, об этом хочется рассказывать людям. И наш бизнес построен на том, что мы рекомендуем наш продукт людям. От того, что мы людям рекомендуем наш продукт, тут можно получить и заработать деньги. Даже хотя бы элементарно для того, чтобы просто этот продукт самим кушать бесплатно. Ну, каждый, да, когда кто-то приходит, тебе нравится продукт, и ты начинаешь думать о том, задумываться, да, чтобы тебе этот продукт достался бесплатно, чтобы ты его мог просто как бы бесплатно для себя кушать. Но здесь у нас вот такие возможности, что можно не только этот продукт кушать, да, самим бесплатно, еще и можно заработать деньги, помочь многим людям, просто рекомендуя. Допустим, если вы придете в магазин, да, вы купили хорошую вещь или что-то вкусненькое купили из еды, вы рассказываете своим людям, ну, своим близким рассказываете, подругам, да, я вот там в магазине то-то, то-то купила, увидела. Вы рассказали подруге, подруга пошла в магазин, она купила, да, вам магазин за это же ничего не заплатит. То, что вы порекомендовали, да, продукт хороший или хорошую вещь какую-то. В нашем магазине все наоборот. Вы рекомендуете продукт, люди у вас покупают продукт, и вы еще на этом можете заработать деньги. Это же хорошо, правильно, здорово. Мы, допустим, вот как я пенсионер, да, мне лишний доход разве помешает? Вот отсюда, это, знаете, это очень замечательно. Получаешь оздоровление, еще плюс ко всему ты зарабатываешь деньги. У нас в ноябре была акция, у нас компания, вот я уже в компании, получается, в том году я пришла в ноябре, я немножко акцию застала, но тогда еще я была новенькая, я еще как бы не поняла, да. А в этом году у нас, в 2018 ноябре была другая еще акция, каждый год у нас акции проходят, была акция, и во время акции мы с мужем заработали по бинару только $1000. Нам, пенсионерам, это же очень здорово, да? Это только по бинару, еще плюс компания, мы заказывали пакеты, и компания плюс дарила нам бесплатно пакет. Если мы заказали 60 зеленых капсул, да, компания нам дарила еще 60 бесплатно. Сейчас все эти капсулы пришли, да, и еще плюс мы как бы заработаем то, что мы приобрели капсулу. В общем, вот такой доход, ничего не вкладывая, просто рекомендуя продукт, здесь можно оздоравливаться и зарабатывать деньги. Так, дальше идем. Это то, что касаемо академии.
В общем, так, сейчас сложу. Я просто вам сейчас покажу, какой у нас, какой будет магазин. Вот. Вы проходите регистрацию в нашей компании. У вас вот такой открывается ваш личный интернет-магазин. Этот магазин у нас на 180 стран. Может любой. Вы даете свою ссылочку. В вашем магазине появляются вот такие реферальные ссылки. Вот эта вторая ссылочка снизу, это вот вы можете зарегистрировать под себя людей, и они приобретают продукт. Ни в одном магазине, по-моему, такого нет, что вот можно приобрести продукт и на этом заработать деньги. Вот так наш магазин. Здесь есть и бинар, здесь есть кошелек. В общем, здесь вся информация вот в этом магазине. Делаете заказ, отслеживаете посылочку. В общем, это ваш личный магазин на 180 стран. Это же здорово. Регистрация у нас бесплатна. Только когда при открытии магазина, когда вы делаете первый заказ, вы один раз только платите $20. Остальной раз, когда в следующий раз вы заказываете, вы уже не платите деньги. Ну, это то, что кратенько я вам говорю про магазин. Благодаря обучению Академии «Успех вместе» мой доход за последние 2 недели составил более $3000. Вот я хочу вас познакомить с нашими партнерами, которые уже зарабатывают, доходы у них уже идут в нашем магазине. Через наш магазин. Звук погромче, Сейчас, да? минуту. Ты убавила? Ой. А внизу, наверное, есть. Составил более $19 000. На сегодняшний день я не работаю по найму, потому что я знаю, что работа не делает Вот меня это богатой. Долгорама Бадмаева. Присоединяйтесь. У нас в Бурятии была обыкновенная квартира. Сейчас она За 3 купила квартиру недели в Улан-Удэ. благодаря команде «Успех вместе» я заработала более $5000. Вот эта Сулама Баиндиева, она была простой сестрой, много лет проработала в медицине. Будьте с нами. Долгорама Махараева, город Улан-Удэ. Бывший директор школы. Ныне интернет-предприниматель. Благодаря обучению в Академии «Успех вместе» я очень многое изменила в своей жизни. Начала делать зарядку, изменила свое питание, ну и, конечно, выросли доходы. За последние 2 недели я заработала более $6500. Присоединяйтесь, друзья. Алена Шабоева, Туткинский район, Бурятия. Я мама в декрете и, сидя дома, имею возможность зарабатывать деньги благодаря Академии «Успех вместе». Мой доход за последние 2 недели составил $2000. Ну, в общем, вы Присоединяйтесь посмотрели, в команду да? «Успех Да. вместе». Что можно в нашей компании заработать деньги. В прошлом я учитель. Теперь я стала ученицей в Академии «Успех». В общем, вот такая у нас академия. Это же здорово, да? Работать можно. Мы, как интернет-предприниматели, можем работать в одном телефоне. Все же умеют пользоваться телефоном. Элементарно, WhatsApp, Viber. Вы же умеете пользоваться? Вот новички, я у новичков спрашиваю. Да? И вот отсюда просто, работая в телефоне, можно начать зарабатывать деньги. Ой, попробуй.
В этом видео вы познакомитесь с нашими учениками, как они круто изменили свою жизнь в области здоровья. Благодаря нашим рекомендациям правильного питания, правильной зарядки, правильных мыслей и дополнительных компонентов Accelerate и Elevate, их жизнь изменилась так же, как и моя. Лично у меня нормализовался вес, иммунитет пришел в гармонию, помолодел, прошла аллергия с астмой. Но у моих учеников гораздо круче. Я предлагаю вам сейчас далее с ними познакомиться. И я желаю вам здоровья и процветания. Друзья, что у меня в руках? Это функциональное питание, благодаря которому у меня изменилось сегодня мое здоровье. Ушли 2 узла щитовидной железы. Нормализовался сахар крови при наследственном сахарном диабете. 3 года сидела на жесткой диете, ела топинамбур, чтобы только не сесть на иглу. Сегодня, друзья, я ем сладкое. Это колоссально. Нет 2 узлов щитовидки. Скинула, посмотрите, более 20 килограмм веса. Молодею. Энергия зашкаливает. Это что-то. Здесь есть все необходимые компоненты для нашего питания. Рекомендую каждому. Я изменила свое здоровье. Измените и вы. В общем, вот такие у нас результаты. Эти ролики вы можете... У нас там достаточно, результатов уже больше. То я прошу выступить Максим Никитич. Приветствую. Кто в первый раз поднимите, пожалуйста. Вот. Думаю, наша сегодняшняя... Так, как вам сказать? Я стараюсь выступление сделать не похоже на предыдущее. Это очень трудно, поверьте, но так интересно, да? Я для себя открываю, думаю, делюсь с вами. Поэтому никогда не надо жаждущим делиться с другими знаниями, каким-то открытием собственным. Ну и, конечно, для себя я тоже каждый день делаю новые открытия по поводу нашего продукта. Казалось бы, одна из компаний, в принципе, тоже производит, казалось бы, похожий на БАТ продукт. От фастфуда, от вкусных вещей. Ну как это сделать? Почему это делать вообще? Можно же, в принципе, и дальше кушать те же бутерброды, те же жареные вкусняшки. Почему вредная еда такая вкусная, да? На самом деле мы живем в матрице. Что это означает? Да, как я понимаю, что такое матрица? Ну вот рождается ребенок, да, все мы были детьми. И пищевые привычки закладываются в детстве, оказывается. Ну, то есть, чем ребенка кормили до 5 лет, в принципе, ему это запоминается на всю оставшуюся жизнь, и уже вырастая, он, конечно, уже переходит на другую, более вредную еду. Но, тем не менее, что он кушал в детстве, что он попробовал впервые, это в биологии называется явлением вредным. То и остается на всю жизнь. Называется... Ну, это как раз пищевые привычки, да? Потом, значит, со временем мы уже взрослеем, привыкаем уже к более тяжелым способам загрязнения своего организма, как алкоголь, табак, другие изыски, да? Естественно, у нас мышление от этого что? Улучшается? Нет, конечно. Потому что, оказывается, все-таки, если у тебя организм загрязнен настолько, что тебе с каждым годом хочется еще больше этой вредной еды, жирной. Естественно, ты поправляешься, ожирение, здоровым не становишься. Мышление тоже
меняется в обратную сторону. Ну, то есть не то, что там даже на том же уровне остается, да, то, что мы там что-то полезно, что мы должны себя хорошо чувствовать, что это все излишне. А мы даже хуже становимся. Мы становимся злыми, мы становимся агрессивными, мы часто начинаем сплетничать, обсуждать других, зависть, прочее, да, знаете, да, 7 смертных грехов соблюдают 12 заповедей. К сожалению, с каждым годом шансов, что мы начнем жить. Сегодня очень модно говорить про осознанную жизнь, да? Но с каждым годом, к сожалению, шансов начать жить осознанной жизнью у нас все меньше и меньше. Потому что организм что делает? Дряхлеет, обезвоживается, засоряется. В прямом смысле слова, а потом засоряются и мозги тоже. А потом мозги уже до того засоряются, что в принципе человек работает уже только на лекарства, на фармакологию. А в принципе индустрия питания, это, я даже скажу, индустрия питания выделка и индустрия коммуникации. Индустрия коммуникации это что? Это сотовые, планшеты, интернет. Мы все жертвы интернета, в хорошем смысле слова, дай бог. Оказывается, индустрия коммуникации сейчас по валовому доходу превышает индустрию питания в 7 раз. Представляете? Какие-то деньги. Какая там фармакология? Я до этого был бедную фармацевтическую промышленность обзывал, говорил, что они деньги зарабатывают за счет подсаживания людей на таблетки. Да? А это оказалось, они уже аутсайдеры. Фармацевтика это аутсайдеры уже. Сейчас рулит питание. Вредное, естественно. Вредное питание это наркотик. Самый сильный наркотик это вкусная еда. То есть в каком смысле вкусная? Вкусная в том смысле, в котором нам внушили со временем, что мы должны питаться только так и никак иначе. С телевизора в университете же фастфуд каждый день. Молодежь, естественно, учится на этом, вырастает на этом. Потом подростковый период, для них это все запоминающееся, это очень много сахара, очень много усилителей вкуса. Потом, естественно, вот это все через это все идет, это все взаимоусиливается. Естественно, это все зарабатываем деньги. Мы получаемся для государства, для бизнеса, для государства. Не думайте, что государство заботится о вас. Нет, оно о нас не заботится. Все заинтересованы только из нас выкачивать деньги. И не только деньги. Самый большой ресурс это душевная, внутренняя энергетика. Они нас обесточивают, оказывается. А зачем? А это понятно зачем, да? Чтобы, ну там уже теории конспирологии очень много. Во-первых, это уменьшить количество населения на Земле. Якобы еды на всех не хватит, уже не хватает, да? Но это опять же смотря как. Это отдельный разговор, поэтому я к чему это говорю, да, все. Вообще, вот наша компания именно по биелику, да, даже, вот, имеется в виду, я даже хотел затронуть тему именно Академии Успеха вместе. Я раньше не мог понять, почему я должен заходить и торчать так, когда одно и то же. Там этот Шаура все время одно и то же. Потом этот Турушев одно и то же, Мустафаев, Газизов одно и то же, казалось бы, да? Но ведь мы, чтобы поменять мышление и начать жить с открытыми глазами, выйти из матрицы, начать жить осознанной жизнью, это все нарабатывается привычкой. Повторение. Да. Академия успеха помогает не выпадать из этого состояния, когда у нас глаза начали открываться. Мне очень нравится, когда даже мало народу в зале, но приходят те, которые у нас уже как бы сообщество, небольшой костяк уже есть, осознанных людей. Мне нравится общаться с такими людьми. Каждый раз что-то для себя открываешь новое. Поэтому, кто только пришел, приглашаю к нам присоединиться к нашему сообществу. А я сейчас расскажу, как это происходит вообще, почему мы становимся осознанными. Сейчас очень много инструментов, которые помогают прийти к осознанной жизни. Я не буду рекламировать сегодня эти компании, есть инструменты, сами знаете. Но это все хорошо. Я не говорю, что не надо использовать эти инструменты, я сам их использую, естественно. Но это можно убыстрить в разы, оказывается, путем изменения питания. А как изменить питание? Это же очень трудно. Если мы все воспитаны в определенных традициях питания, особенно на севере у нас тяжело, потому что у нас нормальной еды фактически нет. Мы питаемся
да, дорогая, еще питаемся падалью, по сути. Все замороженное, свежей еды нету, овощей и фруктов мало. Причем в этих условиях не то, что там мало, как бы мало, ну говорят, что мало ешьте, да, ну как, у нас же все равно калории тратят, потому что все-таки на севере немножко у нас то есть другой. Но тем не менее, да, все-таки по отношению к нашей якутской популяции, я скажу, что мы привыкли к очень ограниченному количеству еды. У нас генетически заложено. Поэтому сейчас, к сожалению, у якутов именно очень много. Потому что мы резко пришли к изобилию. Мы же сотни лет жили в экстремальных условиях. Мы не доедали. У нас не было одежды практически. Было холодно. Из 10 детей выживали только 1-2. Это 2 это уже хорошо. Да? А один ребенок в среднем. То есть мы же жили в жесточайших условиях. Потом пришла советская власть. Что сделала? Нам добро сделала. Мы резко привыкли к большому количеству углеводов, мяса каждый день, рыба. Ну то есть вот такое изобилие. Оно, конечно, хорошо было вначале, да? Но оно отнюдь же, мы же сейчас в 21 веке живем, мы не двигаемся, мы сидим на телефонах, ну про эту индустрию я сказал, да? Так вот, в чем отличие нашей компании? Есть одно очень большое отличие. Вот смотрите, да? Это мой недавний инсайт, опять же, на фоне того, что я до этого изучил, и, естественно, чтобы рассказывать о нашей компании, это будет для вас тоже опыт. Постоянно мучает одним вопросом меня. Ну вот как одна такая капсула утренняя, да, зеленая, и вечерняя, фиолетовая с белой, и это прям покрывает все, что вот, все ваши потребности, я 50% фруктов, овощей, 50% там якобы. Да не может быть такого. Ну как? Ну, мы же привыкли уже ложками кушать, да? Ну, помните, да? Как такая маленькая, те, которые хотят по 2, по 3 капсулы. Чем больше, тем голоднее, да? Нет. Один есть нюанс очень большой. Во-первых, оказывается, вот европейцы, они в свое время разработали как раз вот индустрию питания, да, когда вот это все зарождалось, вот этот фастфуд, когда вот эти колбасы, вся эта вкуснятина когда зарождалась, они придумали теорию сбалансированного питания. Да? То есть человека нужно обеспечить всем тем, чего ему не хватает. Ну то есть столько-то аминокислот, столько-то жиров, столько-то углеводов, ну, вот, только так. А все остальное не важно абсолютно. Можно даже искусственную еду придумать, да, чтобы она покрыла потребности микроэлементах, витаминах. Есть даже вот выражение незаменимые аминокислоты, да? Слышали про незаменимые аминокислоты, да? Которые я тоже до недавнего времени вот такого же верю, потому что нам-то тем более врачам дал голову, что эти аминокислот не вырабатывает организм. И что оказалось? Оказывается, еще как вырабатывает. Но где? В каждом из нас содержится так называемые 3-4 килограмма полезных бактерий или микробиом в толстом кишечнике. Ну вообще в кишечнике там тоже есть, конечно, но в основном в толстом кишечнике. И вот с детства сейчас очень много детей искусственных. Это большая проблема на самом деле. Раньше нам внушали, что якобы молоко матери можно легко заменить. Но разве можно легко заменить то, что придумала природа? Это же гениальное изобретение. У новорожденного нет активного иммунитета. Единственное, чем он может быть защищен, это теми элементами иммунитета или антитела, или там вот такие. То, что помогает его укреплять его иммунитет, это молоко матери. Причем молоко грудной матери, оттуда идет впервые заселение бактериями кишечника ребенка новорожденного. И вот если он сосал хотя бы месяц, это уже хорошо. Но это в наше время такая редкость, да? И вот представьте себе, ребенок искусственный, мало того, что он еще и кисареный, да? То есть это резкое плава в воде, и в одну секунду кто-нибудь был на кесарево сечение, особенно экстренно. Когда вот ребенка извлекаешь, там матка кровит, если там не до травм и прочее, да? Естественно, ребенок вырастает с неполноценной микрофлорой. Потом мы его, так как он слабенький, у него же постоянно простуда, ОРВИ, парагрипп, чего только там не бывает, детских инфекций очень много. Естественно, чем его пичкают? Противовирусными и антибиотиками. Как думаете, те остатки той микрофлоры в кишечнике, которые были, они же вообще же на корню убираются, да? А потом у этих детей возникают аутоиммунные заболевания.
Потом их таскают, значит, по всем светилам мировым. В Москву, в Питер едут. Естественно, сейчас очень много детей стало, у которых аутоиммунные заболевания. А что такое аутоиммунные заболевания? Это когда медицина не может объяснить причину. Почему у этого ребенка, предположим, возник тот же системный васкулит, или там, очень много системных заболеваний, именно в педиатрии сейчас, да? Но никто не дает ответ, почему это возникло. Они говорят, аутоиммунное, организм сам начал себя пожирать, и это же очень хитрая же позиция, да? Но ведь неужели организм такой глупый, что он с детства начинает себя пожирать, и тоже же вопрос, да? Поэтому кишечная микрофлора играет огромную роль. Оказывается, микробиом, который у нас внутри, да, нас находится, это 3-4 килограмма у взрослого человека. Он может вырабатывать любые вещества, в том числе незаменимые аминокислоты. То есть человек, в принципе, может питаться одной водой. Но если у него полноценная микрофлора, это огромная станция, это фабрика. Он даже может вырабатывать больше, чем надо. Но его нужно обеспечить здоровье. Не надо его трогать убивать антибиотиками, не надо ему добивать искусственной едой, и так далее, да, получается. И чаще всего, сейчас, наверное, ни одного человека нет без дисбактериоза. Когда говорят, что давайте сдайте стул на дисбактериоз, мне становится смешно. Потому что если не у каждого второго, то у каждого первого тоже. Потому что хотя бы раз в жизни все из нас потребляли бесконтрольно антибиотики. Было дело? Конечно. В развитых странах сегодня уже более-менее опомнились, и контроль за оборотом антибиотиков строжайший. Они наркотики вам выпишут легко, но антибиотики они скажут, где ваш пассив? Дайте нам пассив, и это только не во всех случаях. В идеале должен иммунитет справляться с этим, а не глотать антибиотики. А мы антибиотики убиваем себя в 2 раза быстрее. Поэтому вот эти вечерние капсулы, в которых содержатся как раз таки споры сенной палочки, которые полностью проникают и заселяют, и там прорастают в наши кишечники. Потом же они же все выводятся. Понимаете, они не остаются у нас в организме. После их выведения все это идет параллельно. Они способствуют восстановлению полностью нашего собственной микрофлоры, здоровой микрофлоры. Вот в чем уникальность. Они не остаются внутри, они поэтапно. Поэтому я говорю, нужно принимать курсами. Если вы начали принимать, нужно каждый день. Просто вот людям повезло, когда у вас режим, если вы ночью спите, да, у вас есть возможность принимать каждый день. Вот в этом смысл. То есть мы заселяем кишечник, а ведь в каждом отделе толстого кишечника своя микрофлора. Лактобактерии, ацидофильная палочка, бифидобактерии, да, и много других тоже. Кстати, червеобразный отросток, он как бы в официальной медицине считается ненужный орган. Да? Нет, конечно. Аппендицит из-за чего возникает? Из-за тех же явлений дисбактериоза. Просто червеобразный отросток превращается в склад или в кладбище мертвых бактерий, которые туда и забиваются. Ясно, да? То есть это крайне степень. А если кишечник здоровый, червеобразный отросток нужен. Он вырабатывает. Причем в этой фиолетовой же капсуле содержится не только сенная, да, палочка. Там же есть еще вещества, так называемые пребиотики. А пребиотики это те вещества, которые, это как еда для этих же. У нас же в кишечнике там же тоже мало чего полезного, да? Предположим, мы туда закинем споры сенной палочки, и уже надо чем-то питаться первое время. И вот в этой капсуле содержится как бы, мы их как бы с провиантом, с птах туда закидываем, кишечник, понятно, да? И они, благодаря этому, очень быстрый рост идет из заселения кишечника. Поэтому это и при этом еще, да, момент, утренняя капсула дает очень хороший обмен веществ, он запускает обмен веществ. У нас возрастной обмен веществ, как думаете, убыстряется? Он замедляется. Он настолько замедляется, что мы начинаем уже ничего не выводить, запоры,
Каловые завалы, каловые камни, от нас дурно пахнет. Замечали, наверное, иногда. В зависимости от того, что скушаешь. Но это еще и более-менее чистый организм это чувствует, да? А так, в принципе. И когда организм, когда обмен веществ нормальный, естественно, у нас ничего не задерживается, грязи. И, естественно, плюс дается питание. То, что вот там травы натуральные. Вот почему мы делаем упор на то, что там выжимка из 50% покрывает, да? Потребности во фруктах и овощах. Значит, смотрите. Переключать слайды. Нет. Не надо. Просто я хочу смысл, да, вот именно. То есть мало того, что получается это комплекс, да? Комплекс из того, что и почему вот у людей очень легко люди отказываются от вредных привычек. Не только же это питание касается. Люди бросают пить, люди бросают курить. Причем это происходит очень легко. Человек даже если хочет дальше пить, То есть а у незаметно. меня не получается, не лезет. Это же классно. А не так сходил к наркологу, а этот нарколог тебя долечил до половины якобы. И потом ты этого нарколога кормишь до конца жизни, пока у тебя цирроз печени не чем-нибудь хуже не закончится. У нас медицина просто так поставлена. А врачи в этом не виноваты, потому что врачи тоже в той же матрице, в которой вы находитесь. Мы же тоже люди. Нас так учили. Извините, по-другому не учили. Поэтому не все интересуются другими методами. Поэтому даже вредные привычки у нас связаны с нарушенным обменом веществ, с дефицитом, с нарушениями в нашем кишечнике. То есть все настолько взаимосвязано, да, получается. И это первая компания, которая объединила вот идеи не сбалансированного питания, а именно видового, живого питания, живых бактерий, растений, овощей. То есть все, что дает нам природа. Вот в чем уникальность. Потому что природа ничего лишнего не создает. Поэтому, если мы действительно потребляем, и оно же еще и плюс помогает нам менять привычки пищевые. Просто ты перестаешь хотеть ту или иную вредную еду. Оно сама отпадает. Заметили, да? Вот кто долго, сколько там, наверное, заметили многие, да? Да, а это первый шаг к изменению мышления уже своего. А почему я так долго загрязнял свой организм? А почему вообще я такая? Или такой, да? Интересно же, да? Питание, вот оказывается. А я как врач такой классический, да? Я думаю, ну что там питание? Главное же мозги. Ну мозги, да, естественно, психосоматика. Жагалма Юшевна, помните, да, много раз рассказывала, да? Все зажимы начинаются с подсознательных установок. Это естественно, да? Но мы можем этими проработками, этими медитациями заниматься годами, ничего не изменится, поверьте мне. А потом мы можем это все забросить. Нафиг мне там надо, ничего не меняется. А потом будут срывы, опять же, нажраться, там, напиться, там, что-то такое, да? А здесь все настолько случается вот мягко. И в компании Epic, мне кажется, многого не договаривают на самом деле. Или они специально так делают, чтобы сами додумались. Скорее всего, да? Мы же должны. Да, конечно. У них нет вот этого насилия, там, что там, кому-то что-то внушать, приходите, да? Кому надо, тот придет и будет... Они на уровне населения преподносят информацию. Да, Пока да. материально заинтересовывают. Материально именно. Поэтому вот говорят, что в Америке, да? Да, в Америке, конечно, Америка рулит миром. Это факт. Но опять же, от Америки пошла вот, фармацевтика, вот, большие деньги, да, те же коммуникации идут, те же. Но в Америке есть и ученые, которые действительно работают реально. Технологии есть. И технологии, да. и материальная база. И есть доктора, которые реально, как сейчас очень, не то что модно, люди же тут не только у нас же просыпаются, люди и там тоже просыпаются. Поэтому... А еще, Так, такое еще вот, лучше. что в Америке проблема на первом месте, излишний вес, это у них на первом месте, потому что у них фастфуд уже давным-давно, раньше, чем у нас он появился. У них фастфуд это культура американской Культура, жизни. да. Поэтому у них вот это на первом месте, и вот, как говорится, медики все-таки более заинтересованы. И, естественно, те методы, которые они по отношению... Я думаю, вот этот продукт все равно создавался вначале для американцев, я так все равно так думаю. А у американцев же, они же вообще запущены. Если там до 500-600 килограмм
ожирение, это мы-то никак не, мы-то вчерашние. Да, а ныне дикий тунгус, да, или евнус, да? Мы-то по сравнению с ними-то вообще дикари. Поэтому я считаю, что... ближе к природе. Мы оторвались от природы, Да, вот это да, проблема. да. Если бы жили вот так, может, Поэтому 70-80 рублей в день, когда вот капсула одна стоит, для того, чтобы поменять себя, свою, ну вообще вот полностью поменяться, это вот дорого стоит. И я никогда, вот честно скажу, никогда не думал, что какая-то капсула, хотя я вроде бы на лекарствах как бы всех подсаживаю, по крайней мере, на фармакологию, да, не думал, что это может менять мышление. Для меня это инсайт или открытие. Любим, да, иностранные слова. У кого есть вопросы, можете задавать. новое узнали. Спасибо. Но это не совсем новое, просто Нет, это... ну, для меня, да? Максим, Про... ну, часто спрашивают потребители, как именно вот капсулы сохраняют свое свойство и как они вот вырабатываются, ну, чтобы эти свойства не терялись и целебные травы, которые в нем находятся, вот именно вот изнутри работали. Как вы говорите все время выжимка, а как объяснить людям? Людям растительные Нет, ну виды, как они растительные- обрабатываются, как Это они- нанотехнологии, бестемпературная обработка нанотехнологий. У Мустафаева, кстати, лекция была по поводу технологий. Они, то есть, они замораживают это все, и идет криообработка, нано-криообработка. Ну, холод плюс нано. Без использования. разрабатывали тысячи ученых. Конечно, ну, вот, людям, вот, я вот всегда удивляюсь, да, когда назначают дорогой фармакологический препарат, который вообще вот делает из головы гипертоника пустоту за 5000, а там показания вот столько, действия вот столько, а побочных эффектов вот еще больше. Но они с такой радостью бегут во И ни одного вопроса. И ходят такие глупые врачи. Потому что они зомбированы вот эти матрицы социума. Не, ну это понятно. Но как вот, для меня тоже это трудность. Я просто не знаю. А вот у капсулы, надо же им объяснить, что такое кренонотехнология. Да? Вот покажите нам. Нет, вы лучше на видео снимите из Америки отправьте. Мы не верим. Нет, они еще думают, что вот мы сейчас, кушая вот такие капсулы, да, вот подсядем, а что Америка там придумала для нас, чтобы свергнуть изнутри. Там такие у них такие вот грани, да? Значит, они не готовы. А Да. лучше таких У людей них, не у них трогать. мышление вообще вот. Лучше таких людей не трогать. Не трогайте их. Пусть Они сами как бы своей жизнью. созреют и зачем? А то не привыкнут все испортить. Утопающий за соломинку хватается, когда реально человеку плохо, да? Ну, и Он история. вот схватится Поэтому и изменение питания все равно, вот это способ реально очень быстро поменять свои привычки в питании. Да. А питание поменять привычки это очень тяжело, практически невозможно. Я убедился. Я вот хочу сказать насчет себя, да. Я вот 13 ноября... Аяна, встань. Вставай, вставай, 13 вставай. ноября я пью, да. И я даже в последнее время забываю пить. Забываю. А раньше я прямо бежала как ну вот прямо мне надо, да, потому что недостаток был питательных веществ. А сейчас я забываю, я вспоминаю 2 часа. Ой, я не выпила капсулу. Ну, вот то же самое. Я вот с мая Но уже месяца- поздно принимать. У меня нет такого вот это. Вначале было, вот, видимо, насыщение какое-то. Да. А потом через 4 месяца у меня, я и забываю о том, что у меня Да. дежурство там И прочее. поэтому о привыкании Ну, даже речи не может быть. Но организм напоминает, Да. когда ему надо. Лампочка включается, и ты... Но я пропускала где-то 2-3 дня, потому что я вспоминала в 3 часу дня, что я не выпила. Представляете? Значит, организму не надо, он тоже чувствует. Он насыщен. Вопрос, да? Я вот первый раз сегодня пришла, до этого мне показывали это, ну, на А4 распечатки, да? Сертификат, почему там имеется только Казахстан, или российская тоже есть? Россия машина. Да. Вот насчет сертификата тоже, Да. да? Ну прям так это... Да. Ой, не говори. Во всех лекарств сертификат есть. Да. И нет, дело в том, что, смотрите, да, во-первых, хотели сертифицировать, да, были вопросы, да, но у нас очень коррумпированная система сертификации, очень коррумпированная, очень много денег требует, там от $1 миллиона, видимо, начинается одна лекарственная форма, чтобы пройти сертификацию. Я чуть не сказал наша. Компания Биомек отказалась принципиально от сертификации, поэтому поставки оттуда напрямую, и это даже лучше, потому что, во-первых, фальсификации меньше будет. Она
у нас-то там китайцы рядом, что-нибудь могут делать очень легко. Поэтому, а когда говорят, что деньги уходят в Америку, да, ну, мы же продаем эти капсулы. Мы здесь вот эти заработанные деньги мы тратим же здесь, мы же не в Америку будем. На себя тратим. На себя. А если мы на себя тратим, мы все равно здесь же тратим. Хорошо. Еще больше получаем. вопрос Мало такой. даем, больше получаем. Еще такой вопрос. Вот вы рассказали, да? Я слышала, что LF8 есть белые капсулы, есть черные, да? Черные нету. Но на фотографии черные. Интересный Ну, вариант. это Черный фотографии цвет. из корзина. Нет, ну, Это вопрос вот такой. вкусная, Ну, я да. первый раз, понимаете, я пришла, у меня вопросы, я и спрашиваю. да. Правильно, спрашиваешь. Далее, если я вступаю, я покупаю, я должна все пить, или я то, что думаю, мне, например, я сплю хорошо, я ночные не буду брать, да, мне вот это LF8 надо насытить, это, да, и белые для чего вот это вот, нужно брать все три или одну какую-то выбирать, вот Но это. я как врач, конечно, рекомендую, я не буду спрашивать, сколько вам лет, но я вижу, что я бы на месте вам, ну, я начал пить сразу. Все. Все на Зеленый сразу. вначале. Нет, я все начал. Я уже голмы купил сразу. За 10 тысяч сразу купил и начал пить. Ну, потому что, может быть, я перфекционист, поэтому или все, ничего. Мне же надо было быстрее испытать на себе, чтобы дальше уже рекомендовать. Далее. Если можно, я маленько добавлю, да, тоже, да? Я тоже медик же, да? Врач, Это Николаю скажу, да? Вот это. Наша капсула, это не очень мелкодисперсно, специально подготовлена, да, для того, чтобы, нам же говорят, 95% всасывается. Ну, биодоступность, высокая биодоступность очень высокая этих капсул, да? Они очень мелкодисперсно сделаны, подготовлены для организма, да? Потому что наш организм должен, ну, принимает, да, вот мы еду кушаем, да, обычную, да, почему-то говорят, вот пишут статистика, 10-15% только оттуда всасывается полезных веществ, да. Дело в том, что мы, тем более, в основном люди в возрасте, да, у нас ферментов не хватает, переваривания пищи недостаточно у нас, да. Как бы вот эту пищу мы поели, а он до мелкодисперсно не переваривается. И получается, мы часть пищи в унитаз, деньги наши в унитаз, да? А тут капсула, да, вон 90-95% биодоступность. Видите, до клетки доходит. Только воду надо пить, чтобы транспортировать эти наши капсулы, да? Вот. Еще вот женщина говорит, да, надо все пить, потому что вот эта зеленая наша капсула, там же наши вот эти грибы, кардицепс, потом вот эти наши грибы, очень такие вот по тибетской медицине это подобранные, да, вот они, значит, с утра работают. Мы выпили его, да, они начинают работать, бороться с нашими сожителями. Убили их, да, получается, да, мы же убиваем сожителей своих, да, а то, что мертвое гниет же, и он в кровь поступает. Происходит интоксикация у нас, поэтому у кого-то может даже температура чуть-чуть появиться, да, или какая-то слабость, там, ну, нехорошее вот обострение мы говорим, да, любое выздоровление через обострение, да, вот, чтобы, а вечером мы пьем наши вот эти белые фиолетовые, да, а фиолетовые у нас детокс же, это как система, мы же когда болеем, да, систему же поделают нам, да, очистка идет, то, что с утра наша зеленая работает, в кровь поступила нехорошая. А ночью, когда мы спим, да, и очистка, да, как бы дополняет друг друга, да. Вот поэтому все вместе пить. Хорошо? Я просто справедливости ради, да, я вот тут тоже дотошный, да, я бы хуже вопросы еще задал. Но я ради объективности просто действительно, если хотите совсем вот, как бы, да, можете подойти, записаться на диагностику к нам в офис. Я вас посмотрю. Действительно бывает, что можно подождать. Можно сказать вначале, а там уже видно будет. Потому что если достаточно грамотный, если у вас биологический возраст меньше, чем паспорт, пожалуйста. Это уже видно будет по общей оценке функционального состояния. Ага, спасибо. А насчет черного, вы меня не поняли, я вот коробка черная, я поэтому черный сказала, потому что я не пила, я только пришла, поэтому ваше возмущение мне как будто понятно. пили, от вас аура исходит. Чистый человек, да? Да. Энергетика хорошая. Ага. Спасибо. Так что, можете с салат начать, почему нет? Можно я скажу? Пожалуйста. Вообще, я хочу сказать, да, в тот раз я выступала, я начала принимать пищевые добавки с 96 года вместе с Mary Kay, с компанией Mary Kay. И как-то
вот такой вот философия компании «Моряки». Это в 1963 году она основалась, да? Тогда, когда женщины не могли работать. Это была феминистская организация, да? И работать могли только женщины. И мы работали только с женщинами, да? И еще вот я как-то возмущалась, что встречаю женщину, да? И говорю, вот купи мужчине, пожалуйста, у нас, говорю, есть линейка ухода за лицом мужчины, да? Она говорит, не надо, говорит, ему ничего, он хозяйственным мылом моется. И достаточно, говорит, и так женщины все вешаются на него, говорит, еще будет он мне приятно пахнуть там и так далее, да? И что вы думаете, вот хозяйственное мыло? Я хочу вам сказать, вот когда Максим рассказал про хозяйственное мыло, да? А мне ведь раньше тоже говорили. А я хозяйственным мылом только вот стирала. И любила хозяйственное мыло, да, стирала только вот белье свое, ну, трусики, да, и носочки. Вот. А когда у меня вот появилось, вот действительно вот эти какие-то иммунные заболевания пошли, да, у меня от одной маленькой красной точки по всему телу пошли. И до того я дошла, что вот расчесала на ноге, до, видимо, резиночки от носочков там жали, там или еще что-то, да, и у меня там появилась экзема. Дочесала до такой степени, что когда пошла к врачу, я еще смеялась, говорю, врачи ничего не знают, дерматологи, говорю, кроме экземы, они не знают никаких других диагнозов. А хотя там у меня чешуйки, все снимали, да, и вот в «Моряки» у нас нужно было ходить только в юбках, это феминистская организация, да, поэтому нельзя было носить брюки, вот, и брюк у меня очень долго не было. Вот это лидерский костюм 10-го года. Благодаря тому, что я принимала вот эти, начала буквально с 29 декабря. И к человеку информация никогда не приходит. Нет, она приходит вовремя. Тогда, когда ты в ней нуждаешься. Вот. И Астер также ко мне пришел. Моя троюродная сестра все пыталась рассказывать мне про Астер и давала какие-то дурацкие бумажки, а я привыкла, я же библиотекарь, я привыкла к хорошей, хорошей полиграфии. И всегда покупала в первую очередь полиграфию. Если я приходила в какую-то компанию, я покупала эту полиграфию. И вот эти листочки мне вообще не вызывали доверия. И она рассказывать не могла мне. А потом я так смехнула. Я говорю, вот информация не приходит. И вообще я же сетевик, и мне всегда все компании звонят. С этим соком Нони сколько ко мне приставали, да, я не слушала. Ну, в общем, я перескакиваю, извините, пожалуйста, я вот так не умею системно хорошо, как Максим, рассказывать, да. Дело в том, что вот про хозяйственное мыло. Я стала мыться этим хозяйственным мылом. А ведь «Моряки», у нас для каждой части тела есть свой гель, свой крем. У меня был гель для интимной гигиены, там для ног отдельно все было, да, для рук все отдельно. Это нужно было, чтобы потребитель подсел на это, да, и мне дочь говорит, как, говорит, ты будешь плохо пахнуть, да? Я говорю, да ничего подобного, никогда, говорю, в жизни меня до скрипа не мылась хозяйственным мылом. Вот. А дерматолог мне тоже говорил, я говорю, вот мне чешется, и я водкой мажу, или настойкой календулы. А я, оказывается, еще большее раздражение вызывала. Надо хозяйственным мылом убрать суп. А я же не слушала это. Вот не слышите же. Мы слышим только то, что нам хочется слышать. И Аяна вот тоже говорила, надо ходить на такие презентации. А я, когда получила хороший результат, я поняла, говорю, зачем, я все знаю уже. И вот я пришла сюда, и Максим рассказал опять какие-то новые вещи, которые вот мне пригодятся. И я читала, когда Аяна посты вот эти «Создай себя», я все это на автомате прочитывала, потому что у меня привычка читать есть. Вот. И когда она прилетела из Иркутска, мы с ней решили встретиться. И вот она меня увидела, говорит, это что такое, что с тобой случилось, у тебя такие потухшие глаза. Вот. Ну и я опять сразу же подписалась на академию, в первую очередь. Потом она меня подписала, я даже не знала, как это делать. У меня был телефон 16 гигабайт, я купила Xiaomi, которые мне позволили мои деньги, да, на 20 тысяч. И теперь 128 гигабайтов, я могу записывать видео, я могу смотреть. Телеграм пришел, Телеграм это вообще мощная вещь, оказывается. Вот. Информация вся не стирается, там все есть. Вот. Поэтому такие возможности открываются невероятные вот с этим биэпиком.
Академия «Успех вместе», да. И вот потому что я ночью не могу смотреть, я еще не сейчас, почему ночью показываю, когда нужно спать. Вот. И что вы думаете, да? Посылку я получила, вот мне на 21 тысячу, это самое максимальное, что я могла себе позволить, сделала, да. Все распродала. И вчера посылка пришла совершенно случайно, я даже уже не следила, я думаю, наверное, поздно придет. И пришла туда, мне из управляющей компании письмо отправили. Я пришла туда за эти письма. Мне говорят, у вас, говорит, посылка, говорит, иностранная, говорит, есть. Я говорю, нет, я уже получила, говорю, что же у вас, говорю, не отмечают. Говорит, оказывается, пришла посылка, я такая радостная, я же у Аяны взяла, потому что у меня закончилось. Вот. И просто, вы знаете, моряки уже себе позволить могут не все. Уже, да. У меня раньше были женщины, которые, вот я приходила к ним каждый месяц на новинки, все покупали. А сейчас кредиты, дома строят, ипотеки, да, и уже не такой большой спрос появился, да. А тут людей, нуждающихся в этом, вообще вот целина. Поле не пахнет. Вообще, это, знаете, такие возможности открываются, такие перспективы. У меня все покупать. И вот вчера мне позвонила эта троюродная моя сестра, да, и говорит, Галя, мне поговорить надо таким трагическим голосом. Я говорю, вот в чем дело, да, она говорит, я думаю, что там случилось с ними? И она мне говорит, помнишь, говорит, ты нам бутылку Ксанга давала? Есть это, говорит, у тебя или нет? Я говорю, ну, уже давно нет, говорю, да. И что, вот, помнишь, от этой бутылочки у меня дети, говорит, не болели. Целую зиму пережили, не болели. И я вспомнила вот это все, я сказала. И вот через из Павловска, хотя там Астер вот этот, я когда хотела работать в Астер, я же привыкла работать хорошо, да, так эти девчонки так работали, они с Павловска приезжали. И я же ведь тоже пришла туда развенчать их. Китай там, мало ли что, какие капсулы. Они когда мне сказали, что они гелевые, говорю, отрыжка есть, говорю, вот этим от капсул. Раньше у меня, когда я пила капсулу, была отрыжка травой. Вот. Гелевые капсулы, прекрасно. И вот у меня денег не хватало на Астер, чтобы купить Астер. А тут, да, пожалуйста. И моряки у меня все пошло. Люди стали дорогие эти вещи покупать. Репейер, которые раньше не покупали. Потому что настроение, энергия. Когда у тебя появляется энергия, ты влияешь на людей. И они тебя слушаются. Вот так. Так что очень хорошо. Ну, в общем, мы до результатов по здоровью. Я приглашаю сюда выйти людей, которые уже какие-то результаты получили, чтобы рассказали. Варвара, можно вас? Выйдите, пожалуйста, расскажите свой результат.